Думают же, развитие дорог, нацпроект. Он развивается. Такое ощущение, что именно на наших участках цивилизация почему-то заканчивается. И что нам делать, задаются вопросом многодетные семьи в Казани. В планах исполкома поселок Яшкещ – это рай для многодетных. С дорогами, школами, детсадами. В реалиях это голое поле, даже без намека на цветущее будущее. Ну а как строиться, если дорог нет, воды нет, электричества нет, газа нет? И вот этот вот замкнутый круг никак не получается разорвать, куда бы ни писали. Везде ответ один. Финансирования нет. Почему ничего не делается, почему нет конкретных сроков и почему этих почему очень много, к сожалению. А главное почему, это почему людям выделяют участки, заранее понимая, что строиться они там не будут, просто не могут физически. Чтобы залить фундамент, нужна вода. Мы откуда воду будем брать? Снег таять только. И все. В исполком Казани писали, в комитет земельных имущественных отношений писали, в Госсовет писали, в прокуратуру писали. Положено? Дай. Не можешь? Поясни тогда. Не хочешь? Дай альтернативу. Все же просто достаточно. Вот вроде бы неплохое место под Казанью для многодетных семей. Ровная площадка, рядом федеральная трасса М7. Но при более детальном рассмотрении выясняется, что эти участки для застройки пока не готовы. Во-первых, высокий уровень грунтовых вод и необходимость проведения дренажных работ. Во-вторых, нет всех необходимых коммуникаций, дороги. Единственное, кто здесь что сделал, это электросети. Да, они поставили столбы, да, они протянули провода, да, они подключают участки. Представьте, здесь и школа, и детский сад. То есть место хорошее. Но хотелось бы и самим пожить здесь, не только чтобы внуки пожили. Мы сделали запрос в исполком Казани не только по участкам Яшкещ, но и в поселках Сокуры, Дербышки, Каймары и других. Ответ, признаемся, совсем не удивил. Вот характерная выдержка из письма. Это тот случай, когда полномочия муниципалитетов не обеспечены источниками финансирования. Понятно, что для самих многодетных это слабое утешение, тем более, что Казань практически ничем не отличается от других городов и районов Татарстана. Это самые свежие данные по обеспечению инженерной инфраструктуры и участков для многодетных. На 31 декабря 2019 года самый высокий показатель по обеспеченности линиями электропередач – 55%. С водоснабжением и газоснабжением все куда печальнее, и совсем беда с асфальтированными дорогами. 85%. Вот, скажем, финансирование на себя должен брать федеральный центр. 10% это субъект. И 5% это муниципальное образование. В любом случае речь о миллиардах, десятках миллиардах рублей, если брать весь Татарстан. Только на обеспечение коммуникациями и социальной инфраструктурой поселка Барок под Нижнекамском нужна сумма под 900 миллионов рублей. На всю инфраструктуру надо 891 миллион рублей. Вот видите, да, это вот на весь Барок. Это куда входят и все инженерные коммуникации. Все у нас здесь сети. 4 массива таких. Мы ждем, не знаю, чего мы ждем. Ее еще даже не создали для нас. Когда еще эту создадут программу, когда ее введут в действие, когда начнут поступать деньги, это еще неизвестно. Нам пришел ответ, что если по лимитам ждать финансы по воде, то пройдет 65 лет. Нельзя же ссылаться только, скажем, на центр. Вот те же вот ряд муниципальных образований находят варианты. Сарманово, Азнакаево, Мамадыш. В том же Азнакаевском, как и в любом другом районе Татарстана, говорить об успехе программы для многодетных пока не приходится. Проблемы здесь хватает, но большой плюс, что медленно, но верно стройка продвигается. Пока не теми темпами, как бы всем хотелось, говорит Раиль Фатахов, житель поселка Кучкайтау. Но это уже что-то. Налажен конструктивный диалог с администрацией, решается вопрос с газоснабжением и дорогами. 3 улицы полноценно обеспечены щебеночной дороги. Это улица Бахатле, Сабантуй, Спортивная. А это уже поселок Подсолнухи в окрестностях Набережных Челнов. Его можно считать относительно обжитым. Как нам сказали, здесь порядка 2300 участков для многодетных семей, и процентов 20-25 из них уже начинают обустраиваться. Но люди приезжают сюда скорее даже не благодаря, а вопреки каким-то условиям, которые здесь для них созданы. Вопрос водоотведения каждый решает самостоятельно, газа нет. Но главная проблема – это, конечно, дорога. Ее тоже фактически нет. И каждый решает этот вопрос самостоятельно за счет, в том числе, вот этого строительного мусора.
Вот уж кому в активности и настойчивости не отказать, так это жителям поселка Подсолнухи. Их мало, но они умеют, когда нужно объединиться и проявить твердость. Добились того, чтобы дороги стали чистить. После таких активных действий власть сама уже пошла к нам на диалог. Вот то, что мы сегодня видели, что уже все улицы чистятся от снега, это вот как раз результат того диалога. Разговорами жители Подсолнухов ограничиваться не стали, подали в суд на администрацию Тукаевского района за бездействие. Первую инстанцию выиграли, правда, исполком подал апелляцию в Верховный суд. Мы задаем вопрос главе Тукаевского района, зачем вы подали апелляцию, если вы согласны с решением? А он говорит, мы согласны с решением, да, проблемы есть. Но, говорит, денег нет, и мы вынуждены защищаться. То есть, вот это очень похоже на двойные стандарты. Вроде, да, я согласен, но делать не буду. По мнению депутата Госсовета Тахира Хадеева, активную работу с инициативными группами нужно продолжать и дальше, так же, как и изучать и внедрять лучшие практики в районах. Но и этого мало. Нужен куратор этой программы в республике на уровне хотя бы вице-премьера, считает Хадеев. Если федеральный центр не примет никаких мер по финансированию программы, Татарстану впору подумать об альтернативных вариантах для многодетных. Необходимо, во-первых, определить ответственного человека в правительстве, который бы координировал. И, возможно, в еженедельном режиме в то же время вести эту работу. Работа, она началась, но она требует более, значит, скажем, конкретных шагов. Тот же Питер, например, давно предложил своим многодетным: хочешь, бери участки, ну, естественно, тоже далеко, потому что Питер-то тоже большой город, то есть в городе ты ничего не можешь получить. То есть кому это не устраивает, там они просто получают средства. Там от 300 до 500 тысяч, они просто берут эти деньги. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.